на основные предварительные итоги исполнения государственного бюджета по итогам месячного отчета на 1 января 2019 года. За прошлый год государственный бюджет был уточнен 4 раза в связи с изменением оценки прогноз основных показателей Российской Республики на 2018 год, изменением программы государственных внутренних инвестиций на 2018 год и плана 2019-2020 годов, дополнительных поступлений федеральных и целевых безвозмездных средств, уточнением и распределением отдельных направлений в целях финансового обеспечения первоочередных и социально значимых расходов. Приоритетной задачей, как и в предыдущие годы, является обеспечение сбалансированности государственного бюджета. В 2017 году поступление доходов государственного бюджета составило 219 миллиардов 135 миллионов рублей, что больше бюджета плановых назначений на 10,6 миллиарда рублей или рост составил 105,1%. При этом прирост поступления по сравнению с 2017 годом составил 41,9 миллиарда рублей или на 23,6%. Налоговые и неналоговые доходы поступили в объеме 139,1 миллиарда рублей, что больше плана на 8,3 миллиарда рублей с ростом 106,3%. Исполнение по безвозмездным поступлениям оценивается в сумме 79,9 миллиарда рублей, что на 2,3 миллиарда больше бюджетного плана. На долю налоговых поступлений приходится 51,3% от общего объема доходов государственного бюджета, неналоговых доходов 15,3% и безвозмездных поступления 36,5%. Поступление налоговых доходов в 2018 году возросло на 24,7% миллиарда рублей по сравнению с 2017 годом или на 28,3%. По неналоговым доходам на 9,7% с увеличением на 3,3 миллиарда рублей. Налог на прибыль организации за 2018 год поступил в сумме 52 миллиарда 308 миллионов рублей или с превышением от плана на 4,4 миллиарда рублей, но при этом превысил значительно показатель 2017 года, который составлял 29,8 миллиарда рублей. Основная сумма перевыполнения приходится на крупнейших налогоплательщиков. Так, по алмазово-большим предприятиям превышение бюджетных назначений, сформированной исходя из прогноза социально-экономического развития Республики Казахстан на 2018 год, а плановых показателей составил 5,5%.
Конъюнктурные колебания на мировых сырьевых рынках, влияющие на поступление платежей от крупнейших налогоплательщиков в специфических рынках. Следует отметить, что данные факторы достаточно трудно прогнозируемы со стороны органов государственного средства. На представленном слайде динамики лет прослеживается зависимость климатических платежей по организации экспортной рыночных предприятий от изменения курса рубля в США, как внутри отчетного периода, знаете, периода это очень видно хорошо на 2017 году, когда курс сильно укрепился, что достаточно весьма незначительно повлияло на доходы 2017 года части налога. Доходов государственных. В 2018 году расходы государственного бюджета составили 208 миллиардов 912 миллионов рублей, или 99% от уточненной расходной бюджетной росписи, что является самым высоким показателем средней бюджетной средства последние 5 лет при 2015 году. Состояние средств бюджета показатель составлял 96-97%. Это выше на 22 миллиарда 608 миллионов расходов 2017 года и на 12%. Основное внимание уделено сокращению объема просроченных перечетных задолженностей, образованных на 1 января 2017 года в размере 2 миллиарда 350 миллионов рублей посредством консолидированного бюджета, потому что государственный бюджет 2 миллиарда 224 миллиона рублей. По состоянию на 1 января 2019 года просроченные перечетные задолженности уменьшилось по консолидированному бюджету до 142 миллионов рублей, в том числе по государственному бюджету 4,9 миллиона рублей. В целом, по результатам годового отчета за 2017 года данные суммы будут скорректированы. В целом, как вы видите, государственный бюджет при этом 2018 года исполнен с профицитом в размере 10,2 миллиарда рублей. С 2017 года началась реализация новых 21 государственных программ, указанных главой республики по 14 августа 2017 года, и направленных на достижение поставленности нестратегических целей. Программные расходы государственного бюджета 2018 года составили 203 миллиарда 364 миллиона рублей и 97,3% от расходов государственного бюджета. В течение 2018 года плановые объемы финансирования государственных программ были увеличены на 27 миллиардов 630. Государственная программа управления государственным финансовым государственным долгом. Министерство финансов является ответственным исполнителем данной государственной программы. Целью государственной программы является создание эффективной системы государственного управления в сфере финансов. На слайде 7 вы видите задачи, которые отражены в нашей государственной программе. В соответствии с уточненной бюджетной росписью на реализацию государственной программы управления государственными финансами и государственным долгом было предусмотрено 32 миллиарда 169 миллионов рублей, в том числе за счет федерального бюджета 75,8 миллиона рублей. На данном слайде представлен исполнение государственной программы. Исполнение инвестиционной программы составило 11 миллиардов 992 миллиона рублей, при плане 12 794,3%, что выше уровня прошлого года на 5,3%. Ну, мы это уже осветили предчестно, так что повторяется, что в 2017 году за счет всех источников деятельности благодаря 54 социальных объектов, в том числе 10 школ, 23 садика, 11 средних специальных образований, 2 объекта образования, 2 объекта здравоохранения и 10
правительством республики Сакраменто и Министерством финансов на протяжении последних 2 лет проводилась целенаправленная работа с Министерством финансов Российской Федерации и Министерством Российской Федерации по развитию Федерального округа по обоснованию и учету особенностей северной территории в определении расчетных объемов расходов. Ряд предложений поддержан положенным основу расчета модельного бюджета с определением дотации на время бюджета 2019 год. Это, в свою очередь, способствовало доведению коэффициента инвентаризации, то есть отношения расходов по расчетному бюджету к фактически произведенным расходам в 2017 году на 2019 год до 80%, что выше среднего значения Российской Федерации 77,5%, и привело к увеличению объема дотации по сравнению с 2018 годом на 2 миллиарда 962 миллиона рублей. Всего из федерального бюджета в 2019 году республика получит 46 миллиардов 907 миллионов рублей дотации, что выше на 2,9 миллиарда рублей. Вместе с тем необходимо отметить, что согласно статье 130 бюджетного кодекса Российской Федерации с Министерством финансов Российской Федерации с 2017 года заключается соглашение об условиях предоставления дотации на ранее бюджетной деятельности Российской Федерации. Данное соглашение установлено исчерпывающий перечень условий, в том числе по снижению уровня дотационности, по росту уровня налогового предельного дохода и бюджетной консолидации в виде администрации бюджетных расходов. В целях исполнения условий установленного соглашения с Минфином России об условиях предоставления дотации на ранее бюджетной деятельности, распоряжение главы республики Сакраменто 28 сентября за номером 803 АГ утвержден новый план мероприятий по росту доходного потенциала, оптимизации расходов бюджета и совершенствованию государственной долговой политики республики на 2019-2021. В соответствии с данным условием соглашений, заключаем на 2019 год необходимо обеспечить актуализацию до 2024 года утвержденного плана мероприятий. Республика также внесла свои предложения в выделение дотации федерального бюджета с целью стимулирования роста налогового потенциала на выгоду, осуществляемый федеральный бюджет, исходя из особенностей нашей структуры региональной экономики. При согласовании проекта предложение республики было поддержано, и в результате республика получила дополнительную дотацию в 2017 году в объеме 388 миллионов рублей. В рамках ежегодно проводимой Министерством работы по совершенствованию нормативной базы применения экономики бюджетного регулирования созданы рабочие группы из числа 24 представителей муниципальных образований, привлечение экспертов из соответствующих министерств и ведомств. По итогам работы внесены изменения в законы об выравнивании бюджетной обеспеченности муниципальных образований и в минимальные финансовые затраты по вопросам местного значения. Подписаны соглашения в рамках распределения субсидий местным бюджетом на софинансирование проектов инфраструктуры просмотра на местных инициативах. Это 451 соглашение с муниципальным образованием, участвующими в программе развития местных инициатив. Также были подписаны соглашения о повышении эффективности использования бюджетных средств увеличения поступления налогов и налогов местного бюджета с 370 эффективным муниципальным образованием на распределение бюджетных трансфертов 73
2018 год приняло 114 проверок соблюдения законодательства Российской Федерации о контактной системе сфере дохода. По этому определенному проверку выдано 74 предписания. В 2018 году Министерством финансов также было рассмотрено 143 обращения от заказчиков о согласовании возможности заключения контракта с единственным поставщиком задачным исполнителем. За 2018 год вынесено 274 постановления о повышении административных штрафов в общей сумме 6 миллионов рублей. В отчетном периоде была продолжена работа по совершенствованию действующих казначейских технологий, порядков обслуживания государственных учреждений, а также повышения качества оказанных государственных услуг. Особое внимание было уделено реализации мероприятий по решению задач качественного управления денежными средствами на счетах государственного бюджета и местных бюджетов. В 2018 году продолжена работа по постановке на учет контрактов, договоров, соглашений с периодической оплатой ежемесячной, ежеквартально, что позволяет значительно уменьшить объем электронных документов при прикреплении платежных заключений. Также ставится на учет соглашений по представлению межбюджетных трансфертов местным бюджетом в форме дотаций, субсидий, субвенций или межбюджетных трансфертов, что не допускает превышения и несоответствия бюджетов суммы межбюджетных трансфертов сумму основного закона государственного бюджета на следующий год. 25 января 2019 года Министерство финансов обслуживает 529 клиентов, а всего количество лицевых числов составляет 1245. За 2018 год объем платежных поручений на проект по системе электронного документа оборота Министерства финансов составил 778 тысяч единиц. Вопросы внутреннего отдела производства на почте ликвидности. Согласно утвержденному плану работы коллегии за 2018 год было проведено 4 заседания, на которых рассмотрены вопросы согласно плану 24. Министерством финансов разработано и внесено 156 проектов решения на рассмотрение правительства, в том числе 10 законов, 28 указов распоряжений главы, 36 постановлений правительства, 8 указов распоряжения правительства. Подготовлено и принято 2178 приказов постановлений Министерства финансов, из них 26 личного характера. Заявилось с 1 января по 31 декабря 2018 было заведено входящих документов 31 406, что выше на 1% в 2017 году. По работе с гражданами поступило обращение, в том числе одно коллективное, в форме электронного документа по
общеобразовательную школу, я финансовые призваны мотивировать детей повышение собственной финансовой грамотности и поощрить творческую инициативу изложения и обсуждения взглядов и представлений о грамотном финансовом поведении. Шестой год подряд организуется супервизионная олимпиада по финансовой экономике среди учащихся 11 классов школ республики. В соответствии с планом основных республиканских мероприятий 10 апреля была проведена шестая ежегодная республиканская выставка для финансовых и социальных услуг. Всего в работе данной ярмарки было задействовано более чем 32 организации. В конце мая 2018 года в Москве были подведены итоги пятого всероссийского конкурса финансовых ставок на название лучших профессий в номинации «Лучший молодой финансист». Состав конкурсной комиссии вошли заместитель министра финансов Алексей Лавров и директор департамента бюджетных отношений Бориса Александровна Егошкина. В конкурсе принял участие главный специалист отдела бюджетного министерства Зорова Екатерина Ивановна и было присвоено второе место в всероссийском конкурсе «Молодой финансист», посвящен 15-летию с момента образования Союза финансистов России. Сотрудники министерства, помимо выполнения текущих задач, активно участвуют и в общественной жизни министерства. Ежегодно коллектив принимает активное участие в масштабной антироссийской акции по цивилизации и международной солидарности, по разработке по объединению или очистке территории городского округа. В рамках мероприятий года добровольцев были проведены благотворительный акцион «Подарок добру». Также сотрудники министерства продолжают поддержку участников Великой Отечественной войны. Также у нас есть две подшефных организации. Это НАСКИ, специальная организация совершеннолетних, и сотрудниками министерства организован денежные среды Дня защиты детей. Была организована благотворительная ежегодная выставка «Ярмарка золотая» осень. Помимо вышеуказанного, в 2018 году работники министерства также принимали участие в задаче на Всероссийского структурно-оздоровительного комплекса в Воронеже. Для того у нас существует 7 комиссий, назначали Салату за счет ГТО, в том числе 2 замминистра. А сборная команда Валентина приняла участие в 10-й сопровождении работников государственной гражданской службы и занял почетное второе место среди 12 команд. Основные задачи на 2019 год – это взаимодействие, повышение взаимодействия федеральных органов власти по совершению меры бюджетных ограничений, обеспечению полностью регионального бюджета. Приоритетное исполнение указа президента Республики номер 204, увеличение объема собственных доходов государственного бюджета республики, реализация плана мероприятий по росту доходного потенциала организации расходов бюджета и совершения государственной налоговой политики, а также соблюдение показателей и индикаторов по ограничению уровня дефицита государственного бюджета, сохранение размера государственного долга на экономически безопасном уровне с учетом рисков, связанных с управлением государственным долгом и сохранением позиции республики по долгосрочным достигнутым кредитным рейтингам, а также повышение эффективности бюджетного процесса путем внедрения новых информационных и цифровых технологий. У меня все.